Человек, находясь на рабочем месте, должен очень четко понимать или фиксировать для себя, в какой шляпе он находится. И чем чище будет это понимание, чем точнее будет это понимание, кто он в этой жизни, в социуме, да, и в какой шляпе ему нужно ходить, и в какой шляпе он кем должен быть и как себя вести. Я этих шляп выделяю ровно 5. Первое – это исполнитель, человек, которого мы наняли, для того, чтобы он выполнял какую-то работу. Правильно? Вторая шляпа – это руководитель. Если исполнитель должен выполнять какие-то процессы и быть непосредственным делателем, в общем-то на нем все и держится в жизни и в организации, то чем отличается шляпа руководителя от исполнителя? Чем? Ответственностью. Шляпа руководителя? Да. То есть шляпа руководителя заключается в том, чтобы помочь каждому исполнителю достигать минимум 100% результата. Почему эта шляпа труднее? Потому что человек – существо непредсказуемое. Сегодня у него такое настроение, послезавтра такое. Сегодня ему в голову пришло одно, психический процесс текуч. Человек, знаете, вот непредсказуем, это космос. Да? И главная работа руководителя заключается в том, чтобы отслеживать, где находятся исполнители, и то ли они делают, что действительно приведет подразделение к результату. Потому что если я один человек, и я делаю какую-то работу, выполняю какую-то условную норму, то теперь, когда я руководитель, у меня 5 подчиненных, я должен обеспечить 5 норм. И главная проблема возникает в переходе от исполнителя к руководителю в том, что я не могу заставить этих людей делать 5 норм. Правда? И первое, что я умею делать, я засучиваю рукава и начинаю делать это сам. Правильно? И здесь как раз очень хорошая ситуация. Как говорят, можно бесконечно смотреть на 3 или 4 вещи. Огонь, воду и работающего человека. Да? Мои подчиненные, наблюдая за тем, потому что я перфекционист, я был лучшим исполнителем, да, если я им был. Вот. И здесь возникает проблема делегирования. То есть нам нужно научиться делегировать полномочия, но мы не знаем, как это делать. Методом проб и ошибок, с криком «твою мать», да, мы начинаем пробовать разные методы воздействия на людей. Так? Дальше, когда мы, допустим, их нашли, эти методы, научились влиять на людей и как-то направлять их деятельность, и стали успешными руководителями, в какой-то момент, может быть, приходит кому-то идея уже стать самому предпринимателем. Да? Следующая шляпа – это предприниматель. Человек, который может находить деньги, ресурсы, привлекать людей и создавать бизнесы. Следующая шляпа – это бизнесмен. Человек, который способен вовлекать, то есть делать много бизнесов. И человек, который находится в переходе в инвестора. Да? И инвестор – это человек, который ищет бизнесменов, людей, способных деньги превращать в деньги. И таким образом, закачивая деньги, зарабатывать вместе с ними. Вот эти 4 шляпы. Очень интересно, что эти шляпы часто в жизни смешаны. И когда мы мечемся между шляпами, да, то эффективность организации нашей работы становится очень низкой.